Только за последние сутки в стране было выявлено 227 случаев заболеваний. Первое место в списке занимает Бишкек – 141 человек с положительным результатом. Из-за роста количества заболеваний столица была внесена в красную зону. По словам врачей, эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается, в том числе и по причине безответственного отношения граждан к правилам санитарной безопасности. А вот летальные случаи участились из-за самолечения. Главная приемная инфицированных больных – это Республиканская инфекционная больница. Она на сегодня заполнена почти на 100%. Причем в числе госпитализированных преимущественно люди с осложненной формой коронавируса. И привозят их туда со всей страны. Так, в стационаре 343 человека. Свободными остаются лишь 57 коек. На сегодняшний день у нас в нашей больнице находится 343 больных. Из них, значит, 6 дети до 14 лет. Но плохо то, что у нас в отделении реанимации находится 20 больных в крайне тяжелом состоянии. Потому что есть среди них, которые поздно обращаются, где-то лечились дома или там частно практикующих где-то. Прежде чем, чтобы лечить этих больных, хорошенько надо обследовать. К сожалению, вот это домашние условия это невозможно. Обещанная третья волна накрывает пока сильнее всего столицу. Борьба с распространением ковид идет без карантинов. Граждан постоянно призывают соблюдать санитарные нормы, а с некоторых пор еще и просят не заниматься самолечением. Если в прошлом году в пик эпидемии люди не могли попасть к врачам и получить квалифицированную помощь, принимая на дому, какие придется таблетки, настойки, то сегодня, отмечает глава инфекционки, система здравоохранения наладила работу по приему больных. Тем, у кого есть симптомы, следует сразу обратиться к докторам. Уважаемые жители нашего Кыргызстана, при появлении признаков коронавируса обязательно обращайтесь к медикам так, чтобы самостоятельное лечение, чтобы надо не заниматься. Последние 2 дня тревожат и цифры по смертности. Накануне скончалось 6, сегодня 4. Специалисты говорят, что меняются не только штаммы, но и симптомы коронавирусной инфекции. Сейчас заболевание распространяется на 70% быстрее, чем год назад, когда вирус только проник в страну. При наличии симптомов у тех, кто оказывается в кругу контактных лиц, ковид по-прежнему диагностируют при помощи ПЦР-анализа. У больных из носоглотки берут мазок и отправляют на исследования. За последние сутки таких образцов лаборанты обработали 5238 штук по всей республике. Большинство, конечно, показало отрицательный результат. Такие же исследования должны делать и те, кто выезжает за пределы государства. Из тех людей, которые въезжают в нашу республику, из них было выявлено положительные результаты. 46 завозных случаев было у нас. А из тех, которые выезжают из нашей республики, было выезд где-то более 8 тысяч, из них 86 случаев были положительные результаты. У здания Госсанэпиднадзора в столице огромная очередь. И связано это с нововведениями для вылетающих за рубеж. Кыргызстан присоединился к цифровой платформе «Путешествуй без COVID-19». Теперь гражданам нет необходимости представлять для вылета какие-либо основания. Главным пропуском на выезд стал ПЦР-анализ с отрицательным результатом. Предъявлять его требуется через это приложение с помощью QR-кода. Однако данные на него пока могут поступать только из 2 лабораторий по стране. Одна в Бишкеке, другая в Аше. На прошлой неделе мы встречались у замминистра с частными лабораториями 3. Это Банецкий, Аквалаб и медицинский центр Гемотест. Идет сейчас в тестовом режиме, проходит подготовку. То есть, соответственно, для этой программы необходимо обучить людей. То, что мы сделали уже в марте. Дополнительная оргтехника должна быть, подсоединение к этой программе. То есть необходимо время, и в тестовом режиме надо подсоединиться к этой программе. Результаты ПЦР-анализа признают в таких странах, как Россия, Казахстан, Узбекистан, Китай и Турция. Впрочем, само по себе передвижение граждан из одной страны в другую в любом случае несет угрозу завоза новых видов коронавируса. Еще и потому, что у многих не проявляются симптомы, но они могут быть переносчиками. Отметим, к примеру, в Турции, куда из нашей страны совершается больше всего авиарейсов, сегодня эпидемиологическая ситуация сильно обострилась. Китай и Россия решили временно ограничить перелеты в эту страну. А вот Кыргызстан, как сообщили в агентстве гражданской авиации, не планирует менять график и сокращать количество авиарейсов в эту страну. Ширина Умырканова, Турган Ниязов, НТС.